В прямом эфире ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. Конференции, научно-популярные проекты и даже памятник. Как в Казанском федеральном прошел год, Льва Николаевича Толстого узнал Салават Мухаммадуллин. Татарстан собирает таланты. А у вас, если есть такой список желающих, телеграфируйте нам. Как готовы помочь молодежи и чего она сама хочет, узнал Дмитрий Аринин. Новые песни о главном. Сгорежили этого года встречает зрителей новым репертуаром и декорациями. Подробнее о них Рамиль Шайдуллин. 5 спортсменов из Татарстана в борьбе за международный титул. Мы возьмем все награды. О том, как в нашей республике возрождают традиции прыжков в воду, Алмаз Гафиятов. Сохранить его наследие и передать потомкам Казань занимает в биографии Льва Толстого особое место. В 2015 году в столице появился музей великого писателя. Сегодня бюст. И весь этот год посвятили русскому классику. Под занавес Рустам Минниханов сегодня встретился с советником президента России по вопросам культуры Владимиром Толстым, праправнуком писателя. Как опыт Татарстана может пригодиться всему миру, узнал Салават Мухаммадуллин. Под овацией студентов и преподавателей памятник Льву Николаевичу открывают во дворе его родного университета. В этом году весь мир отмечает 190-летие писателя. В казанском Альма-Матер в 2018 посвятили Толстому. Толстой, он не только яснополянский, он еще и казанский, конечно, поскольку свое писательское будущее определил именно здесь, в стенах Казанского университета. Он об этом написал. Лев Николаевич, хотя наверняка в те годы его называли здесь просто Лева, был студентом Казанского императорского всего пару лет. С учебой у него не очень заладилось. Хотя, знай, великий русский писатель, как его в этих стенах будут чтить через 150 лет, все могло бы, возможно, и перевернуться. Лев Николай Толстой. Севастопольские рассказы. На татарском, французском и даже китайском произведения Льва Толстого переведены на десятки языков, хотя студенты предпочитают оригинал. Развитие русской культуры это именно Лев Толстого, это очень важно. Через Толстого ты русскую культуру изучаешь? Да, правильно, да. Как начинался роман «Война и мир», так сегодня и началось подведение итогов года в честь Льва Толстого в КФУ. Диктант, это и были различные чтения, произведения. Это все фокусировало внимание на нашей истории через жизнь и деятельность Льва Николаевича. 2018 год Льва Толстого и в республике. И этот опыт используют через 10 лет, когда весь мир отметит 200-летие писателя. Может быть, символом следующего десятилетия Толстого станет именно эта фраза: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Те заделы, которые сделаны сейчас, они точно не пропадут. Они как бы станут фундаментом подготовки к этому глобальному отмечанию всем миром 200-летия Толстого. О сохранении наследия классика русской литературы праправнук Льва Николаевича сегодня говорил с президентом республики. А главная тема беседы Владимира Толстого уже с Фаридом Мухаммедшиным – язык писателя. Он у Льва Николаевича остается актуальным и через века. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Татарстан будет стремиться вернуть на родину своих выдающихся соотечественников. Такое пожелание сегодня высказали на Республиканском форуме открытия талантов. Здесь встретились несколько тысяч участников из России и зарубежья. Встреча объединила молодежь, которая хочет определиться с профессией, раскрыть свой талант или уже может поделиться секретами успеха. Мы все объединены тем, что мы любим Татарстан, но при этом у нас есть возможность посмотреть на него со стороны. Теперь за успехами республики Алина Идиатульна следит из Каира, куда переехала после замужества. При этом связь с родиной девушка не теряет. На форум привезла два предложения: создать в Египте сообщество татар и устроить ярмарку предприятий Татарстана. Вообще у Татарстана очень много возможностей, но почему-то именно кто живет в Татарстане, об этом либо не понимают, или не осознают, или не
ощущает. А когда ты приезжаешь извне, ты видишь, что тут куча площадок. Очень много инновационных проектов. Поделиться своими идеями на форум в Казань приехали полсотни наших молодых соотечественников из разных стран мира. Все вместе они собрались на встрече с Фаридом Мухаммедшиным. Спикеру парламента рассказали. У одних есть желание вернуться, другие готовы приезжать поделиться опытом, третьи хотят установить с родиной деловые связи. Борис Титов занимается уже списком, кто хочет бизнесмены вернуться в Россию. А у вас, если есть такой список желающих, телеграфируйте нам. Нам бы надо перечень посмотреть, какие они образования получили, в какой сфере можно их использовать, значит, как им найти себя уже у себя на родине, и постараемся помочь. Рыма? Для тех, кто только определяется, кем хочет стать, на форуме развернули обширную ярмарку профессий. С помощью различных игр и семинаров специалисты выявляли, к чему у людей призвание, а наставники-тьюторы помогали раскрыть талант. Были 3 сессии параллельных, отдельная сессия со школами, с университетами и с работодателями. Все пришли к выводу о том, что важно, помимо того, что есть наработки внутри системы, да, там университетов или школ или предприятий, делать стыковку, то есть именно сквозное такое сопровождение и делать опору на человека. То есть, во-первых, ценности и запросы именно человека ставить вперед. Форум дал возможности познакомиться с потенциальными работодателями, а идеи деловых проектов выслушали руководители министерств. Форум нам дал очень много сил, да, дал много мотивации. Теперь я лечу с новыми идеями. Так же, как отзываются участники, эта встреча существенно расширила круг знакомых, что для успеха в жизни тоже немаловажно. Дмитрий Айрин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов поручил следить за состоянием здоровья школьников, которых с отравлением госпитализировали. Напомним, накануне 3 учеников 60-й Казанской школы доставили в республиканскую больницу с признаками отравления крысиным ядом. По данным Татарстанского Роспотребнадзора, частная фирма, обрабатывая помещение школы от грызунов, сделала это с нарушениями. Прокуратура и Следственный комитет ведут проверку. Проведена обработка от грызунов с нарушением требований. Приманка была разложена в месте, доступном для детей. Дети есть дети, им объяснить сложно, что вот этот пакетик... Это недопустимо, Рустам Галич. Это недопустимо, что... Недопустимо, да. Ну вот вы сами говорите, что это недопустимо. Минздрав есть здесь, да? Вы в курсе состояния здоровья этих детей? Рустам Галич, 3 детей доставлены в ДРКБ. Они госпитализированы в диагностическое отделение. Средней степени тяжести состояния, все под контролем. Самой обсуждаемой темой этой недели стал конфликт педагога и ученика в Бугульминской школе. Напомним, в соцсетях появилась аудиозапись диалога учителя с 9-классником. Оно оказалось отнюдь не педагогичным. Как, впрочем, неподобающим было и поведение школьника. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура, а мы задались вопросом, что это? Испортились педагоги, дети или просто раньше не было гаджетов и ютьюба? Мнение экспертов далее. Ну, здесь много факторов. Во-первых, родители в сторону ушли, наверное, и не хотят заниматься. Родители еще ведь они платят в школе, имеется в виду, за репетиторство, за охрану, за другое. Они считают, если уж они платят, то должна заниматься полностью школа. Сами где-то зарабатывают еще деньги. Ну и дети постоянно сидят в интернете. В интернете, по-моему, сейчас уж программа есть, как издеваться над учителем, там набираются. И учителя, вот когда над ними называют такие издевательства, они просто не выдерживают. У ребят есть новые герои, которые немножко ведут себя по-другому. Это социальные сети, где, значит, достаточно много мы видим и жестокости, и грубости, и хамства. На учителя есть Роспотребнадзор, на учителя есть прокуратура, учителя уже наказали вот этого учителя. В том конфликте, в котором виноваты обе стороны, с моей точки зрения, победил мальчик. То есть учитель уже наказан, учитель уже унижен. Я не говорю, что учитель прав. Важно, что нельзя оскорблять. Но реагировать-то надо, наказывать-то надо. А ведь мы сейчас боимся наказать. Учитель боится голос повысить на ребенка, просто потому что его накажут несоразмерно тому, что он делает. Многие родители сами не знают, как правильно обращаться с детьми. Причем речь идет не только о подростках, но и о школьниках младшей школы. Родителей иногда вот так вот штормит из крайности в крайность. То они позволяют детям все, то они, наоборот, начинают им все жестко запрещать, и дети таким образом отрываются где?
в школе, среди своих ровесников, в отношениях с учителями, потому что они знают, что учитель не имеет никаких инструментов воздействия на ребенка. Вызвать родителей и, поговорив с ними, действительно получить стопроцентную отдачу в воспитательном взаимодействии. На сегодняшний момент самая острая проблема – это проблема безопасности детей не в том плане, что их нужно обезопасить дополнительными турникетами, видеокамерами, а в том плане, что эта безопасность заключается прежде всего в их собственном воспитании. Это абсолютное взаимодействие в триаде педагог, родитель, ученик. Когда мы, взрослые, покажем ребенку доверие, что мы ему доверяем, и мы его понимаем, как ему трудно, и мы готовы его поддержать, если он с нами поделится своими проблемами, а не будем выставлять на всеобщее обсуждение и всеобщее игнорирование, и пренебрежение его потребностями детскими. То есть это, может быть, был и вызов, а с другой стороны, это был крик о помощи. Трудные дети. Вот этот компьютер, они все это виноваты, конечно. Интернет, они не вылезают оттуда. Оскорбления нет оправдания. Это неправильно, но как это решить, я тоже не знаю. Это, скорее всего, должно идти просто из семьи. Воспитание полностью от семьи. Что можно в школе там за несколько часов получить? Знания и все. О православной молодежи и свободе. Эта тема стала главной на региональном этапе международных рождественских образовательных чтений. Прошли они сегодня в Казани. Форма заботы о детях, православная молодежь, защита материнства и не только. Всего 9 секций. Спикерами стали представители духовенства Татарстана. Свобода – это ни в коем случае не произвол. Свобода предполагает в первую очередь, еще говорит, осознанную ответственность за свои поступки. Рустам Минниханов сегодня потребовал от аграриев привести в порядок сельхозтехнику и законсервировать ее до весны. Ежегодно в Татарстане для села приобретают машины в среднем на 5-6 миллиардов рублей, плюс больше 3 миллиардов уходят на запчасти. По окончании уборки хозяйства должны убирать трактора, сеялки и комбайны на обязательное хранение и на ремонт. Но в хозяйствах Агрызского, Альметьевского, Верхнеуслонского, Аксубаевского, Муслюмовского, Кукмарского, Зеленодольского и Менделеевского районов этого элементарно не сделали. Их руководителям необходимо в кратчайшие сроки навести, конечно, должный порядок в своих машино-тракторных парках. А вон смотри, как техника лежит на улице. Вот эти хозяйства и так убыточные, значит, без денег, да? Алган, ташлаган, как попало, лежит эта техника. Вообще технику надо консервировать. Даже если ты ремонт не сделал, ее надо поставить на зимнее хранение. К сожалению, вы должны их наказывать. Они же потом приходят, значит, там субсидию просят, это просят, ходят, жалуются. Сегодня председатель Госсовета принял граждан в общественной приемной партии «Единая Россия». Представители благотворительного фонда поддержки татарской культуры рассказали Фариду Мухаммедшину о планах издать книгу к столетию ТССР и попросили содействия. Он порекомендовал начать создание и продвижение ее электронной версии. Директор Казанского интерната для детей-сирот обратилась с просьбой построить для школы универсальную спортивную площадку. А житель Нижнекамска обратился в приемную по видеосвязи. Он попросил Фарида Мухаммедшина приобрести ему новую инвалидную коляску. Я записал ваш адрес. Вот у меня здесь есть Нижнекамск, улица 30-летия Победы, 6-й дом, 12-я квартира. А дом оборудован? Значит, да, все хорошо, дом оборудован. Проблем нет. Вы можете на коляске подниматься и спускаться, да? Да. Динар, всего доброго. Из татарстанского бассейна на мировой пьедестал в Казани стартовал международный турнир на Кубок президента республики по прыжкам в воду. Порядка 100 спортсменов из России, Дании и Белоруссии состязались за главный титул. Среди претендентов на чемпионство 4 прыгуна из Татарстана. Спортсмены юные, но цели высокие. Как привлечь представителей ФИНА на домашний турнир, поведает Алмаз Гафиятов. Дома и стены помогают. Еще буквально 5-6 лет назад Татарстан по прыжкам в воду практически нигде не был представлен. После универсиады и чемпионата мира начался бум. Бассейны переполнены, вышки тоже не пустуют. Я думаю, этот турнир очень важен в первую очередь для Татарстана. То, что здесь такие соревнования проводятся. И плюс то, что
в Татарстане сейчас представители одни из самых сильнейших. Думаю, что мы возьмем все награды. Нашу республику на соревнованиях представят 4 воспитанника училища Олимпийского резерва. Помимо Карины Шкляра, это Валерия Кравцова, Глеб Касьянов и Артем Трубин. Им еще нет 18, но у каждого статус мастера спорта по прыжкам в воду. Турнир на Кубок президента Республики Татарстан имеет международный статус, однако пока не зарегистрирован ни одной федерацией. Уже со следующего года его хотят внести в список ЛЕН, ну а дальше самая престижная плавательная организация ФИНА также внесет в свой календарный план этот турнир. Ну и тогда сами спортсмены уже будут бороться за попадание на эти старты. Самый яркий представитель республики в этом виде спорта Никита Шлейхер готовится к мировому первенству. Любители прыжков в воду в следующем сезоне ждут этапы Кубка мира, чемпионата России и Европы. Казанский этап – неплохой шанс заявить о себе. В дальнейшем, если мы это раскрутим, мы будем смотреть на наших российских спортсменов в условиях конкурентной борьбы и именно тех конкурентов из других стран, которые будут выступать в дальнейшем на первенстве Европы. Мы будем в Казани развивать эти прыжки в воду еще в других регионах. Будут строиться новые бассейны, новые турниры будут здесь организовываться. Поэтому Казань для нас столица водных видов спорта. Турнир завершится 4 декабря. Победителей наградят специальными сертификатами для покупки оборудования. За самыми успешными прыгунами будут следить руководители сборных команд страны. Алмаз Гафиатов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Казани открыли самый длинный каток в Европе. Более 1 километра. Лед на набережной готов принимать посетителей ежедневно. В этом году площадка будет работать в стиле ретро. Коньки и огоньки, хиты и романсы. Первый лед опробовала и Лилия Кашфарова. Музыка 80-х, очередь, как в 90-х. Желающих провести первый день зимы на льду хоть отбавляй. Коньков не хватает. 3, 2, 1! Громче аплодисменты! В этом году каток работает в режиме ретро. Костюмированные встречи, музыка из фильмов, хиты, а в будущем фотогалерея. Одни огни, а под огнями взрослые дети. Дождались на первом льду жители столицы и гости из других районов. Еще одна причина просто гордиться нашим любимым городом. Есть где развернуться, покататься. А дома перед телевизором всегда можно, а на каток не каждый день выбираешься. Оценить, сравнить с нашим любимым Альметьевским, с нашим катком. Тут весело и много пространства. Ретро-каток ждет посетителей каждый день. В будни с 4 вечера до 10, а в выходные с 12 дня до 10 вечера. 1 километр. 1 километр, почти 200 метров. Самый большой каток в Европе. Лед из естественного покрытия, поэтому будет работать, пока не растает. Примерно до конца февраля. Лилия Кашфарова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. 40 тысяч писем, 175 тонн подарков и 35 тысяч километров по России. Сегодня в Казань прибыл главный новогодний волшебник. В парке Урицкого Дед Мороз из Великого Устюга исполнил мечту тысяч детей и взрослых. Он путешествует по стране уже 3-й год. Приезжает в гости к тем, кому так важна встреча с волшебником. Его ждут целый год, пишут письма и мечтают увидеть, как он собирает в мешок подарки в новогоднюю ночь. Встреча с Дедом Морозом, как встреча с волшебством. Веришь в чудо и загадываешь желания. Очень дал Дедушка Морозу. Матвей еще никогда не видел Дедушку Мороза настоящего. Тебе понравилось, Матвей? Хочу я всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, улыбок всей семье и много-много подарков. Весело. Сегодня на улице морозно, хорошая погода. Мы очень рады присутствовать здесь. Это праздник не только для детей. Дедушку Мороза ждут и мечтают увидеть даже взрослые. Видели, поздравили его, прошли с ним, проводили его вот сюда на этот праздник. Да. Очень красивый, очень хороший. Вот в году он опять приехал к нам сюда, в Казань, и вот мы опять всей семьей пришли, чтобы еще раз попросить его самое сокровенное желание. Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по России не первый год. Зимний волшебник приезжает в гости к тем, кто верит в чудеса, и исполняет их самые трогательные желания. Он навещает малышей в детских домах, больницах и заглядывает к многодетным и малообеспеченным семьям. Мы осуществляем мечты. Для кого-то мечта сходить в цирк, сходить в кино,
прокатиться в первый раз в жизни, учась в 5 классе на карусели. И, к сожалению, есть ребята, для кого это большой праздник, и мы помогаем этой мечте сбыться. В Казани Дед Мороз пробудет еще 2 дня. Завтра он посетит детский дом в Дербышках и заглянет в гости к нескольким семьям, чьи просьбы и истории показались ему особенными. Казань стала экватором путешествия Деда Мороза. Впереди его ждут еще 11 городов. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Он вернулся и снова задул во всю силу. С горя желе ветер перемен в Казани. Проект, призванный преобразить татарскую музыку и помочь ей достичь мирового уровня, остался верен своему формату. На представлении Рустам Миниханов. Песни звучат на татарском языке, но полное раздолье в музыке. От рокобилли до джаза. Сегодня завершающий день фестиваля. Можно ли говорить, что в этот раз у с горя желе задул еще сильнее? Рамиль Шайдулин. Цвет и звук на каждый номер он свой, и каждая из 30 песен – это отдельная история. О природе, войне, рассказы из народного эпоса. Все, что их связывает – это татарская музыка, но переосмысленная на манер джаза, кабаре, фанка, рокобилли. Привлекает молодежь к этому, именно к татарскому исполнению, но в то же время не дает нам забывать старые песни, потому что такие красивые песни, старинные, которые еще мой папа пел. Мы ждем отличных впечатлений, ярких эмоций. Я жду необычайного шоу, в первую очередь. То, что это будет все очень красиво, исполнено. Декораторы переосмыслили сцену. Вот рядом с татарскими узорами тематика Японии, этажом выше камерный оркестр и электрогитары. С каждой песней декорации меняются. Вот, например, как в «С горя желе» этого года поменялся визуально, стало больше, говоря языком рекламщиков, айдентики и навигации, то есть визуального обозначения того, что будет происходить на концертах. Например, сейчас наглядно видно, кто будет петь. Нью-Йорк, Берлин, Москва, Казань. Это не полная география городов-участников. Следующая цель – аж сам Карнеги-холл. В 2019 году организаторы намерены дать концерт на культовой американской площадке. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Напомню, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Ну а все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Ну а я же с вами прощаюсь. До новых встреч на ТНВ. Всего вам доброго. Всем привет! Ну как вы, мои суперпользователи сети, которые отправляют картинки и видео в WhatsApp? Кстати, последнее видео, которое мне прислали в мессенджер наши телезрители, это видео новых светофоров на магистральной Казани. Ну что же, обсудим самые интересные новости и забавные видеоролики. Это рубрика «В сети». Начнем. Итак, друзья, внимание, лысый Данис Зарипов. Ну, пока не лысый, но 3 декабря все может измениться. Объявляю челлендж. Если 3 декабря на матче с Северсталью будет полный аншлаг, подстригусь при всех на лысо. Айда на хоккей. Так что, если 3 декабря на матче Акбарса будет аншлаг, то и будет лысый Данис Зарипов. Как говорится, все на матч. Ой, не так. Айда на хоккей. И в данном случае айда стричь Даниса. В Набережных Челнах замечен человек, который способен управлять светом. Который управляет системой городским освещением. Производим выключение пробное. Освещение проезжей части. Проезжая часть выключила. Включаем проезжую часть. Включилась. Непонятно, фейк это или нет. Если не фейк, то тогда что, получается, любой житель сможет отключать и выключать городское освещение? Или это непростой житель? Непонятно. Но мне это сразу напомнило одну сцену из магического фильма. А сейчас поговорим о человеке, который и свет сам может выключить и включить, и Даниса Зарипова постричь. Наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Рустам Миниханов поздравил всех мам с Международным днем матери.
Затем встретился со своим, как он любит выражаться, братом Рамзаном Кадыровым в Абу-Даби на Формуле-1. Следующей точкой стала Великобритания и фото с принцем Майклом Кентским. Ну а следующая встреча в вере криминалити, точнее ноу-криминалити, наш любимый министр спорта Виталий Мутко. Перенесемся в Австралию. Там замечена огромная корова. Хотя нет, не огромная. Гигантская корова, выше которой только Майкл Джордан. На фоне животного все остальные кажутся такими маленькими телятами. Но открою секрет. Она – это он. Это бык. Огромный бык, который уже прославился на весь интернет. После этого многие люди отреагировали, наверное, так же, как и Диего Марадона на интервью. И по традиции совместно с поисковой системой Яндекс мы составили топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в сети. На первом месте премьера мультфильма «Ральф против интернета». Сразу видно, на улице стало холодно, все начали идти в кино. Вторую строчку занимает всероссийская контрольная работа по информационной безопасности. Проверили, как люди защищаются в интернете. Интересно, конечно. И замыкает нашу тройку трейлер фильма «Король лев». Пересняли легендарный мультфильм, причем один из моих любимых. Ну, в следующем году посмотрим, что из этого получится. Ну и напоследок, чтобы поднять ваши показатели по мимимишности, видео, как малыш Орангутанг впервые в жизни моется. Всем хороших выходных, будьте в сети. Пока! В историческом центре Казани открылся самый технологичный паркинг города. Почти 1000 парковочных мест, 4 яруса, уникальная система дымоудаления и очистки от углекислого газа, автоматизированные паркоматы, автоматическая автомойка и даже зарядные станции для электрокаров. Несколько въездов и выездов, а главное – идеальное расположение. Паркинг на НКЦ. Оставь машину и наслаждайся городом. В декабре Datsun от 389 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Да, честный. Да, новогодний. Да, Datsun. Марка на Чуйкова. Звони 4 пятерки. Только с 15 сентября по 20 декабря акции для пенсионеров. Цена за путевку всего 1500 рублей в сутки с лечением. Санаторий Ливадия, Казань. Автоцентр марка Nissan к этой распродаже год готовился. Успей взять свой Nissan с выгодой до 350 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Болгарадиусы при поддержке телеканалов «Татарстан. Новый век», ТНВ «Планета», телеканала «Майдан» представляют самое долгожданное музыкальное событие уходящего года. 6-ю церемонию вручения национальной музыкальной премии «Алтын Йолдыз». Мы вместе зажигаем звезды. 8 декабря. Пирамида. Здравствуйте. Поговорим о погоде после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет ясно и морозно. Ночные температуры минус 21, днем воздух прогреется до минус 12. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков, ночью минус 18, дневные температуры 14 градусов ниже нуля, будет солнечно. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске синоптики осадки не обещают, будет ясно, минус 12, минус 14. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность, ночью до 21 мороза, днем минус 14.
На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном будет ясно. Ночные температуры минус 16, днем всего 8 градусов ниже нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Ночные температуры минус 19, днем около 12 мороза. В последующие дни станет потеплее, местами будут наблюдаться осадки. В Казани будет переменная облачность, без осадков. Ночные температуры 19-21 градусов, днем 11-13 мороза. Ветер юго-восточный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.